Такого позора, который я сейчас испытываю, я не испытывала никогда в жизни. Сегодня ночью меня дернуло послушать микрофон, пожалуйста. Микрофон. Повторяю, такого позора, как сегодня, я не испытывала никогда в жизни. Сегодня ночью дернуло меня посмотреть телевизор. По телевизору сказали, если вы не можете заснуть, вам надо долго говорить 3 слова. Слон, звон и сон. Я начала говорить и заснула. Но на 2, правда, вот имейте в виду. Потом я проснулась и начала думать, почему я от них заснула. В результате я не спала ни 1 часа. Вот. И оказывается, все эти 3 слова отличаются всего только первыми 2 буквами. Он и он. Представляете, что такое язык? Какая мощь, какая тайна. И, наверное, там что-то творится, раз они так это все подобрали. В результате я где-то оставила все новые стихи, которые я хотела сегодня прочитать. Потом я оставила дома, пойдя на обед, мобильник, Галя, поэтому я даже не могу тебе позвонить целый день и выяснить, где ты находишься. И я не знаю, что я сейчас буду делать. Я сейчас буду выкручиваться на ваших глазах, буду читать какие-то и старые стихи, но забытые. Но, в общем, все, что могу. И самое обидное, что мой замечательный и талантливый друг Света, ты хоть где сидишь? Светлана Сырнева, ради которой, так же, как Андрей, он сейчас показывался, конечно, Светлане в первых. Ребята, какое счастье, что вас так много, Света. Ты видишь, какая аудитория? Вот ты нас запомнишь на всю жизнь. Зачем я дороги не знала, а все торопилась? Куда? Естественно, что опоздала. Естественно, что навсегда. Гляжу на прошедшие годы, на каждом рубец и печать, а все-таки сладко и горько по имени их величать. Крутые мои, прожитые, мои там какие-то, а все ж седые мои, золотые, хоть каждый разбой и грабеж. Зачем я всю жизнь разрывалась на 1000 судеб и фраз? Естественно, что надрывалась, естественно, надорвалась. А все-таки что-то случилось, прекрасное не напоказ, как будто судьба получилась, как будто вся жизнь удалась. Вот тоже про любовь, такое милое идиотское стихотворение, я бы сейчас никогда такое не написала. Понимаешь, ничего я не хочу. Ни цветка, ни обручального кольца, а приходишь вся от радости свечусь, словно белая береза у крыльца. Даже город тебя не уберег. Вот живу 4 сдвинутых угла, а приходишь, задыхаюсь от дорог, будто в поле подорожником росла. А приходишь, я себя не узнаю, я хмелею, как некошенная рожь. Но откуда в этом каменном раю эта радуга сиреневая сплошь, в голове веселых мыслей перезвон? Понимаешь? Но мне не по плечу. Почему мне так светло и почему ничего от нашей встречи не хочу? Я видела, как умирают львы, как к трапезе готовятся шакалы, как гибнут, не склоняя головы, те, кто вчера стоял на пьедесталах. Я видела, как мается народ, утративший на время силу духа, как радуется смерть, что соберет свой урожай, где голод и разруха. Но я не разучилась понимать, что русские, они основа жизни, что это нам служить и помогать, и вере, и надежде, и отчизне, что это мы, тот пламенный запал, объединивший языки и крови, который для спасения создавал Господь на покаяние и любовь. А Он мне помогал уж именем своим, что било наповал и опьяняло в дым. Он слово знал стезя и верил в маяки, хоть щурились друзья и щерились враги. А шепот в шепоток, а вымысел в обман, а правды с ноготок, а кривды океан. Такой простой сюжет, но на краю основ надежней правды нет, чем правда честных слов.
И затихает шквал, и утихает дым, а он мне помогал уж именем своим